Центральной Азии этого не делал никто. Нас 7 отправили учиться во ВГИК. Сам Стивен Кинг, привет, Гульнара, давай сними фильм по моему проекту. Думали, что это какая-то подстава. Да, я фактически прикоснулась к легенде. Мой дебютный полный метр получается по рассказу о Генри. Почему у меня такой дебильный характер? Зачем мне нужен был этот нуар? Добрый день, уважаемые зрители. Это Кинохана, подкаст. И сегодня у нас в гостях замечательный гость Гульнара Иванова. Она приехала к нам из солнечного Ташкента в наш не менее солнечный и гористый Бишкек. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам Бишкек? Как настроение? Как погода? Интересная обстановка. В плане люди такие более свободные, что ли, по ощущениям просто. И сам город, здесь много воздуха. Есть чем дышать. Мне понравились баурсаки еще. Я запомнила, наконец, это слово. Баурсаки. Они как хлеб здесь подаются, это очень вкусно. Я не знаю, сколько баурсаков я съела за эти дни. По-моему, много. А расскажите вообще, вот с какой целью вы к нам в Бишкек приехали? Я приехала в рамках лаборатории «Альтернатива». Импакт. Вот. Узнала для себя новое направление в целом. То, что фильмы можно использовать, разрабатывать специальные импакт-стратегии. И фильм делать не только как художественную картину, но и как картину, которая несет очень важную информацию зрителю. Вот. Познакомилась с интересными людьми со всех регионов. И самое главное, узнала тьюторов вживую. Это интересно было, потому что это новое видение, иностранные персонажи, много мастеров с разных стран, которые рассказывают о нашей киноиндустрии, ну, не в плане нашей индустрии, в смысле нашей страны, а наша — это как наша деятельность киноиндустрии, что-то новое, полезное, которое можно потом использовать в проектах в дальнейшем. Так что буду пользоваться новыми знаниями. Ташкент и семерка. Что такое семерка? Откуда она появилась? Почему она так называется и влияет на страну, а может на всю Центральную Азию? Нет, здесь даже не семерка, нас назвали просто первыми ласточками с Ташкента. Была договоренность между ВГИК Москва и Ташкентом по поводу того, чтобы отправили первых экспериментальных студентов во ВГИК. И на основании вот этой учебы они в дальнейшем договаривались об открытии филиала. Так как у нас недавно открылся филиал Ташкентского ВГИКа, возможно, вы об этом слышали. Вот. До этого нас отправили на учебу. Мы проходили большое количество, как экзамены, тесты, все, что обычно во ВГИК сдается, там творческая папка, экзамен, тест, собеседование с мастером, вот это все. Мы это все проходили. Вот. И получалось, что нас 7 отправили учиться во ВГИК. И я была в этой 7. Первопроход, так скажем, из Узбекистана в ГИК, вот эта нить. Каковы вообще впечатления первые, эмоции? Как-то ощущаете какое-то вот влияние на страну или какое-то вот воздействие, может, вы произвели? Или что-то, в общем, может, произошло такое, что вот повлияло на вас или повлияло, вы считаете, на, вот, не знаю, концепцию понимания там обучения в стране? Как я и говорю, у нас, получается, нас отправили, когда отправили, сказали: учитесь хорошо, ребята, от того, как вы будете учиться, у нас быстрее откроется филиал здесь. Как бы вот этот какой-то вес ответственности, что ли, был. Но для меня лично в ГИК это была цель, мечта, с которой я не могла, до этого не получалось ее реализовать, все время, до какого-то момента не получалось дойти и так далее. Не знала, с какой стороны лучше подойти, а тут раз и такое событие, и я попадаю в эту 7, меня туда отправляют учиться, там организовывают нам проживание, переезд, все условия нам сделали. С нашей стороны даже платилась дополнительная стипендия. То есть для меня это было просто все нереально круто. Я, наконец, в институте, о котором я мечтала, и мне не приходится сейчас искать огромные деньги, чтобы там платить за что-то, потому что все организовалось само по себе. Для меня это было как какое-то чудо, что ли. Я просто ходила такая по институту и радовалась
тому, что все происходит, и было непонятно отношения, например, других студентов, которые там что-то не нравилось или еще что-то. Как может не нравиться, вы же в ГИКе? Вот, у меня была такая позиция. Студенты вот из Узбекистана, молодые режиссеры, да, откуда вот такое стремление к, получается, вот в ГИКу? Это какие-то вот остатки мечты из прошлого, да, из советского времени, или это вот необходимость нужна нынешнего поколения? Ну, лично для меня в ГИК просто, я считала, что это одна из самых сильных школ в кино. Ну, конечно, может быть, не на первом месте, но точно в десятке. И казалось, что если я туда пойду, я, во-первых, узнаю очень много нового, найду общение, новые пути открою для себя в индустрии. И в любом случае, даже когда ты приходишь, и ты совгика, как-то перед тобой двери больше открываются. Ну, уже имею в виду дома, в Узбекистане. А когда ты просто приходишь с улицы, я хочу там делать кино или еще что-то, как-то сложнее. Ну, мне кажется, это в любом месте так происходит. А когда за твоей спиной все-таки есть такой гигант, как ВГИК, это дает свои плоды, конечно. ВГИК это единственное какой-то путь, направление для режиссеров из Узбекистана, или есть еще какие-то возможности, пути? Ну, как сказать, если брать именно наш регион или брать в целом мир, то мировых школ, конечно, много, куда стоит стремиться. Там Нью-Йоркская академия, куда-то туда вот можно. В Европе тоже есть очень хорошие школы. Но если брать именно Узбекистан, на сегодняшний день у нас, получается, есть театральный институт культуры, если правильно называть, и филиал в ГИКа. Пока что я не могу ничего конкретно сказать по поводу филиала или по поводу этого института, потому что в этот институт я там не училась, но я там занималась какое-то время, просто как на дополнительных курсах перед поступлением. Вот. Не могу судить о той кухне, в которой не варилась, как говорится. Не могу сказать. Но филиал, они что-то пытаются, делают. Там проходили различные мастер-классы, приезжают разные персонажи, которые проводят информационно какие-то вещи. Это прикольно. Но я думаю, для любого студента это прикольно, когда приезжают там всякие интересные люди и что-то тебе рассказывают. Но какой там в итоге будет выхлоп, это мы, наверное, узнаем через пару лет, через года 3, наверное, когда выпустятся все. Вот удивительная вещь, да, насчет Кинга. Все вот, наверное, знают, что студенты, да, они могут экранизировать практически любое его произведение за $1. Мгм. Но удивительная вещь то, что у нас вот в Центральной Азии этого не делал никто. И вот сейчас мы впервые встречаем вас, вот, из Узбекистана, девушку, которая, ну, по сути, делает такую невероятную, замечательную вещь. Почему так произошло? Не, ну на самом деле, я бы не сказала, что прям никто не пробовал, потому что когда я об этом узнала, об этом конкурсе, мы как-то между собой, там, со знакомыми ребятами, кинематографистами, говорили об этой теме, что мы можем попробовать, и кто хочет, тот попробует. И вроде бы, кроме меня, еще подавались ребята. Просто сама система работает так, что они там отбирают максимум 10, в смысле 10 стран. Не так, что там, например, подались, нам, например, там 4 узбеков, и всем им сразу дали возможность. Нет, там небольшой список получается итоговый. Сколько подают людей, я даже без понятия. Учитывая опыт вообще этой программы, есть именитый режиссер, который вышли оттуда. Ну, это один из таких популярных, это Фрэнк Дармонд. Когда-то он точно так же подал, будучи ассистентом на площадке. И сейчас у него, значит, есть проекты, ну, «Зеленая миля», например, то, что по Стивену Кингу. То есть он не просто подал заявление, поучаствовал и снял. Он, получается, нашел общий контакт со Стивеном Кингом и продолжил работать над его рассказами. Как проходил вообще диалог? С кем вы разговаривали? Как договоренность шла? Естественно, сам Стивен Кинг напрямую не отвечает. Это было бы вообще нонсенс, если бы он такой: «О, привет, Гульнара, давай сними фильм по моему проекту». Хотя многие так думают, что у нас прямая переписка есть с ними. Нет, за программу отвечает Маргарет Морхаус. Это его представительница, которая уже много лет, по-моему, с самого чуть ли не начала программы,
всю жизнь фактически отдала свою на эту программу. То есть, насколько я знаю, на данный момент мы сейчас в последней экранизации, потому что программу закрыли. Маргарет Морхаус ушла на пенсию. Но я с ней переписывалась, она сказала, не проблема, у кого есть контракты, те могут участвовать дальше. То есть мы просто закрываем эту программу, которая существовала около 70 лет. Почему с нашего региона так мало людей, которые в этом участвовали, я, честно, не могу сказать. Возможно, не верили в эту возможность. Ну, думали, что это какая-то подстава. Возможно, участвовали, просто их не выбрали. Такое тоже может быть. Я лично просто написала, как я вижу его рассказ и как я хочу его интерпретировать в рамках своего региона. То есть показать именно, как это у нас может выглядеть. То есть я написала свое режиссерское видение в обращении с просьбой позволить мне экранизировать и так далее. И у меня пришел ответ от Маргарет. Потом началась переписка с ней. Там интересный момент. Не просто подписывайте контракт, надо отправить этот $1. В бумажном виде перевод не подходит. И когда фильм готов, надо записать его на DVD и отправить этим диском. Хорошо, конвертики. Хорошо, что не кассеты, если честно. То это было бы вообще. Но почему такое условие, я не знаю. Может быть, просто правила не поменялись за столько лет. А может быть, есть такое поверье, что у Стивена Кинга, у него это коллекция дисков, и он их пересматривает в своем домике, где-то на окраине, где он там живет. Он вроде как довольно закрытый человек, на самом деле, не любит контактировать с большим количеством людей. Вот. Так что, понимание того, что твой фильм, который ты тут снял, и потом у Стивена Кинга, и он его посмотрит, уже дает как-то ощущение «Вау, ничего себе!» Да, я фактически прикоснулась к легенде. Вот. Такое ощущение есть. Этого достаточно, на самом деле. Ну и поучаствовать на фестивалях мы всегда можем, и Стивен Кинг как бы в этом плане поддерживает. О самом фильме расскажите поподробнее. Это за основу был взят рассказ из его списка. Называется «Человек, который не пожимает рук». Это человек проклятый. Его проклял отец индийского мальчика, в смерти которого он повинен. И теперь он как по-индийски пария или пария. Я точно не знаю, как произносить это слово. Суть заключается в том, что он неприкасаемый. Его нельзя трогать, иначе с тобой что-то плохое случится. У них реально есть такие неприкасаемые в Индии. Ну, естественно, конечно, от прикосновения к ним никто не умирает, но типа трогать их нельзя. Вот. А тут получается именно суть в том, что он убивает одним прикосновением. Сам, не хотя этого, пытается это избегать, но убивает. Рассказ весь происходит в одной комнате, на самом деле. Там несколько игроков играют в карты. И там, получается, герой, который убивает, оказывается среди этих игроков. И выиграв, он вообще сразу говорит, что его трогать нельзя, он боится прикосновений, они такие, все окей. Но когда он выигрывает, его один из парней, который очень сильно расстроился, потому что проиграл, хватает за руку и начинает его, типа, поздравляю. А он понимает, что ему все, конец, и у него начинается истерика. Как бы вот с этого начинается история, а потом другой, который свидетель всей этой истории, ищет этого парня, который убежал, чтобы вернуть ему деньги, находит его труп. В общем, это коротко. Я очень коротко рассказала рассказ Стивена Кинга. Мы за основу это все взяли, какие-то фразы оттуда, использование тех же моментов, вот, например, там появление там каких-то живых существ, которые погибают от его рук и так далее. Но много что поменяли. У меня герой парень, который проклял сам себя. То есть без индийского проклятия. Он проклял сам себя, потому что он был повинен в смерти своей матери. Вот. И все вокруг него погибает, пока он не поймет, что ему надо самого себя простить. И он, получается, должен себя простить. Он пытается сам себя убить. Хотя у Стивена Кинга это происходит, герой сам себя пожал руку и умер. Мы решили сделать так, что это, слишком нечестно. Пусть от одного прикосновения сам себя быстро убил, и все, и чё. Надо, чтобы он не мог это сделать, что так просто от проклятия не избавляются, так просто не умирают.
Ну, как бы смерть — это самый легкий способ решения проблемы. В этой ситуации, конечно, не в жизни. Но в жизни тоже бывает, честно. Вот. А здесь, получается, мы бы сделали так, что у него единственный способ спасти человека, который умирает рядом с ним, это, наконец, простить себя. Американский писатель, околоиндийская история. Такая вот, через американскую призму. Но все снято в Узбекистане. Я так люблю делать. Какой-то культурный фон, я не знаю, бэкграунд узбекский, он просвечивается в фильме? Помимо того, что там, не знаю, там актеры, да, узбеки, там, я не знаю, режиссеры, там команда съемочная, да, это понятное дело. Вот какая-то вот есть нить связи между вот историей, да, и вот современным Узбекистаном? Мы за основу взяли то, что показали просто отдаленный дом в Узбекистане. Территория узбекская, дом узбекский, все по-нашему, но герои у нас немножко из другого времени. У нас героиня приходит, которая в дом приходит, она уже из современного мира приходит в этот дом, а в этом доме, как произошла первая смерть, так время и остановилось. И герой как бы тоже живет в этом своем времени. Вот у нас сейчас вот такая ситуация, так это все происходит. Но я сильно от американской истории очень далеко ушла. Да, я оставила там карты, вот эти игры, то, что происходило в самой истории. Но в целом я показала быт наших людей, и игры, вот эти вот даже карты, больше были наши, в нашем мире. Очень много там поверий всякие с глазом и прочее, и у нас в это тоже верят, как ни крути. Все равно в это верят, что так можно проклясть, сглазить, еще что-то такое. Вообще, тяжело экранизировать книгу? Какие вот трудности, проблемы, радости? Что это, как этот процесс происходит? Потому что у нас как в Центральной Азии. Каждый режиссер — это художник с большой кистью, от руки машущий своими идеями, брыжущий только своим каким-то видением, да? А тут экранизация писателя, другого человека, и большой контраст, очень большой. Экранизация писателя — это дань уважения этому писателю, лично от меня. То есть, если я прочитала рассказ, и он меня вдохновил, почему бы нет? Он же написал этот рассказ. Почему я должна оттолкнуть его книги и сказать: нет, я сейчас что-нибудь придумаю, вот я сейчас вот прочитала там вот этот момент, сюжетик, и вот оттуда это возьму, наверное, но я сейчас своими словами все переделаю. Такого нет. Но и полного повторения тоже нет. Потому что все равно я режиссер в этом проекте, я смотрю на эту историю по-своему. Допустим, тот же Стивен Кинг, в основном все думают, что это король ужасов. И значит, надо что-то сделать ужасное максимально, там какие-нибудь персонажи вылазящие, что-то такое, жутняк нагнать. А для меня Кинг — это не король ужасов. Потому что в его историях, в его рассказах очень много философии, которые почему-то большинство людей либо не хотят замечать, либо не замечают. И режиссер думает: нет, нам надо сделать такое жанровое прям страшилочку, давайте мы ее сделаем. А самую главную мысль, которую писатель заложил, они забывают. Поэтому неудивительно, что Стивен Кинг отказывается от многих экранизаций. Вот. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы экранизировать какой-нибудь рассказ, если он заслуживает внимания, и если зритель должен его услышать. Почему бы нет? Не все читают книги, к сожалению, так что хотя бы пусть посмотрят. Экранизация — это на самом деле отдельная работа. Одно дело, ты придумываешь какой-то свой сюжет, ты его снимаешь так, как ты его видишь, как ты его чувствуешь, а тут тебе надо почувствовать и увидеть то, что хотел передать другой человек. Это все равно тандем. Даже если писателя уже давно нет в живых, все равно тандем вместе с ним. Вот, к примеру, у меня есть экранизация, над которой мы сейчас работаем, и уже почти на этапе завершения, то есть уже очень скоро у нас будет премьера. Это мой дебютный полный метр, получается, по рассказу о Генри. То есть за основу взят рассказ о Генри. Я знаю, что вы сейчас удивитесь, что рассказы о Генри, они же такие коротенькие, как там можно сделать полный метр? Можно все, если сильно захотеть. Вот. Мой фильм — это показатель того, что действительно можно все, если сильно захотеть. Потому что мы не просто решили сделать экранизацию, мы решили ее сделать максимально приближенной к тому времени. Мы использовали, так как это американские истории, все равно мы взяли Америку
ну, попытались показать Америку 60-х годов, когда все эти мафия и прочие персонажи, ну, еще существовали. Вот эту вот романтику, вот это, ну, не то, что романтику. Дух того времени, да, дух того времени показать, но при этом и сделать это в стиле нуар, потому что мой мастер сказал, что это один из самых сложных стилей, и с ним очень сложно справиться, не каждый за это возьмется, и ты не берись. Вот. Когда мне так говорят, почему-то хочется сделать наоборот, это вот характер противоречий просто. Правда, когда я за это взялась, я, честно говоря, потом думала, господи, ну почему у меня такой дебильный характер? Зачем мне нужен был этот нуар? Потому что, да, это сложно. Нам надо было организовать дождь, нам надо было организовать свет в этом дожде, нам надо было организовать локации, которые не похожи на Среднюю Азию, там вообще в целом на Азию не похожи. Нам надо было организовать образы актеров, чтобы они прям подходили под то время. А у меня, ну, были костюмы, ну, там, постсоветского пространства, там, машины. Одни машины чего стоят? Ретро-машины найти — это проблема. Советские ретро-машины еще есть возможность найти, но иностранные ретро-машины на территории Узбекистана — это прям отдельная тема. Это мы прям перерыли всех, просто через людей там находили. Но, кстати, нашли. У нас есть иностранные ретро-машины, они даже на ходу. Вот. Хотя все говорили, что это нереально. Изначально мы планировали фильм снимать в Питере, потому что, ну, он в целом по стилю больше подходил под Питер, естественно. Но кое-какие сложности, связанные там с документацией и так далее, привели к тому, что мы все-таки решили снимать кино в Ташкенте. Вот, Ташкент, Черчик, Ташкентская область. Это та территория, на которой снимался фильм «Открой глаза» по рассказу у Генри. И получилось то, что получилось. Вот. Это было объединение целой компании друзей. Потому что реально компания друзей, не какая-то там крутая компания или еще что-то такое, просто куча студентов, или недавно выпустившихся студентов, или вообще ребят, которые только собираются поступать. Вот это вот была команда такая. Мы просто обратились за помощью в студию, которая дает технику. Нам дали технику с учетом того, что мы такие энтузиасты, нам дали технику с максимальной скидкой, какой только можно было сделать. И вот, имея те деньги, которые каждый накопил, заработал или еще что-то где-то нашел, скинулись и сделали кино. То есть у нас абсолютно инди-фильм, потому что у нас нету никаких конкретных спонсоров проекта. Вот. Так что это был очень жесткий эксперимент, 24 смены. Надеюсь, зрителю понравится то, что получилось, потому что я не знаю, как это будет. Но я могу показать тизер. Давайте, конечно, давайте посмотрим тизер. Один шанс. А вдруг это шанс? Сорвать неплохой куш. И самое интересное, что его никто не видел. Он неуловим. Решили жениться на дочери Я вот банкира. сразу что вот заметил, да, вообще не похоже на Узбекистан. Это вообще совершенно другая реальность, другой мир. Это непривычная вообще нам вещь. Это для меня, вот лично в моей голове, определенный сюрреализм я здесь вижу. Это знакомые центральноазиатские лица, привычные. Да. Но какой контраст. Места, локации. Поразительно. Самое главное, что в сюжете мы это все объяснили. Ну, то есть прям в сюжете есть прям конкретно показывающие моменты на Узбекистан. И чтобы у зрителя не было вопросов, почему это так происходит, мы в сюжете это все объяснили, почему именно так это все выглядит, почему. То есть не было такого, что типа мы не смогли найти нормальную локацию, поэтому выкручиваемся с тем, что имеем. Каждая деталь у нас была потом объяснена прям в сюжете, в процессе. То есть герои прям объяснили через какие-то свои движения, через какие-то свои диалоги, они объяснили, почему это там произошло вообще, почему это там стоит или что-то там высвечивается. Банкира. Но и у него есть слабые места.
Пора проведать его старых друзей. Куда это ты собралась, доченька? Да просто прогуляться. Нет, он странный и пугает меня. Дэн? Так, отойдите все. И молчите. Папа может увидеть. Тогда давай сбежим отсюда. Зачем водили оружие? Ты что задумал? Да, это просто по дешевке увидел. Тим, черт возьми, столько времени. Очень большая вот какое-то уважение, да, наверное, световой работе, потому что как выставлен свет, как картинка работает в кадре, как история рассказывается через вот колористику, это прям поражает. Ну, потому что на самом деле вообще изначально вот эта цель вот этого проекта «Нуар» это была мечта нашего оператора-постановщика. Вот у нас вот есть оператор-постановщик в команде Равшан Ниязов. У него прям мечта была, он горел нуаром, сделать еще на периоде, когда учился в институте. И поэтому он эти кадры продумывал несколько лет. То есть он прям душу вложил в этот проект, на самом деле, не знаю. Мне кажется, если бы я просто наняла бы какого-нибудь оператора, то такая картинка бы не получилась. Ну, это чистейший нуар, это видно сразу, это чувствуется даже по трейлеру. И, конечно, с большим-большим интересом хочется посмотреть кино полностью. Спасибо. Ну, значит, покажем. В целом. Как раз насчет показов. Оу. Как будут проходить показы, где они будут, где мы, зрители и я, сможем посмотреть такой фильм. Это сложный вопрос для меня, потому что я сама еще не понимаю, где я и буду показывать, потому что прям прямой договоренности у меня сейчас нет ни с кем. Мы делали фильмы сами, своими силами, и где устроить показ, с кем договориться, ну, это больше у нас получается свое, как бы частное кино, не государственное уж точно. И не знаю, не могу сказать. Возможно, просто арендуем какой-нибудь зал и позовем просто всех в социальных сетях. Приходите, welcome, посмотрите наконец на то, что на ту работу, над которой мы столько времени работали. А возможно, ну, самый, конечно, оптимальный вариант, если все-таки получится, чтобы нас показали хотя бы разочек в кинотеатре. Вот. Это было бы очень круто. Это прям для всей нашей команды прям показатель того, что мы не зря столько старались. Прокат в Узбекистане. Как он работает и кто за него отвечает? Я точно не могу сказать. Я не знаю, кто именно отвечает за прокат. Я знаю, что в картины государственный проходит худсовет. После этого утверждается как бы показ. А есть еще частные картины, там тоже получается все равно есть утверждение через Узбеккино, но там какие-то определенные люди, там 1 или 2 человека, которые дают добро на показ. Вот. Тут в этом плане вроде как проще, если это частная картина. Но в целом у меня такой прям связи с прокатом в Узбекистане нет, чтобы я знала, и у меня был какой-то прямой выход. Я все еще, наверное, на базе того, что я как начинающий, как студент еще, который до конца не знает всю индустрию глубоко. Ну, нету еще таких связей, таких возможностей. Вот. Фильм вне Узбекистана. Я там не говорю Европа, Америка, там, и даже не все советское, постсоветское пространство, да, вот 5 центральноазиатских стран наших, вот хотя бы там Кыргызстан, Казахстан. Возможность там показать этот фильм есть? Ну, смотрите, я сейчас, в данный момент, вот, по-моему, 3-й день только нахожусь в Кыргызстане. Только знакомлюсь со всеми. Я впервые вижу эту страну. О каком выходе в кино вы говорите? Я знаю точно, что я могу поставить свой фильм в Москве, в нашем институте, потому что это я оттуда. Мне могут сказать, да, давай поставим, покажем. Это точно. Я могу поставить в ташкентском филиале, тоже моего института. Но пока что у меня только такая связь есть. А в Казахстане я еще не была. Уважаемые дистрибьюторы и все, кто может быть связан в индустрии кино как Казахстана, так и Кыргызстана и других центральноазиатских стран, я знаю, что вы посмотрите этот подкаст, и я уверен, что у вас есть пути связи.
или другие какие-то возможности, чтобы показать фильм Гульнары в наших прекрасных странах. Ее контакты мы оставим в описании к нашему видео. Очень ждем. Спасибо. Туманное, как фильм «Мгла» Стивена Кинга, будущее. Каким вы его видите у себя? И, не знаю, видите ли вы себя продолжателем экранизации, или вы хотите попробовать что-то другое? Вы знаете, когда вышла новость про Стивена Кинга, мне начали писать очень много писателей со своими рассказами, со своими книгами. Прочитайте, посмотрите, может быть, вы сможете экранизировать, может быть, это. То есть это, оказывается, очень востребованная тема. На самом деле очень много писателей, которые мечтают экранизировать свои уже выпущенные книги, то есть они печатаны, все, люди их читают, но они хотят сделать из этого кино. Так что в целом, думаю, да. Потому что даже сейчас на этом этапе мне уже прислали несколько интересных историй, над которыми стоит подумать. Возможно, как-то дальше продвигать. Там есть и довольно-таки очень, ну, если брать жанр триллер или хоррор, очень жуткие истории, от которых лично я не смогла их читать по ночам. Не могла вообще. То есть мне надо было только днем открывать, я так прочитываю, и потом мне вот так вот, ой, боже, какой кошмар. Ну, прям, то есть прям схватила и держит. Современные авторы, и они присылают, мне просто вот реально на меня был поток историй, поток книг. Я просто за этот период прочитала, по-моему, больше книг, чем за всю жизнь, наверное, после того, как мне начали присылать. И при этом я понимаю, что мне дают допуск к книгам, которые надо покупать. Они нет их в открытом доступе. Лично авторы сами присылают книги, я их читаю. Думаю, да, экранизировать буду, почему бы нет. Опять же говорю, что это довольно интересно, когда происходит такое сотворчество с другим человеком. Молодые и талантливые писатели из Центральной Азии, я знаю, вы тоже нас смотрите. По тем же самым контактам, по которым связываются продюсеры, вы можете отправить свои произведения искусства, чтобы Гульнара их все прочитала. Спасибо. Я скоро буду самым начитанным режиссером, мне кажется. Это фантастическая мысль, фантастическая идея, и пусть она будет реализована благодаря вам. У нас рубрика «Передай другому». У нас будет следующий гость. Мы пока не знаем, кто это будет, но какой бы вы ему задали вопрос? Если вы продюсер, давайте с вами дружить. Этот вопрос мы зададим человеку, даже если он не будет продюсером. Спасибо большое, что были на нашем подкасте. Подписывайтесь на наш канал в Инстаграме, в Телеграме, на Ютубе, ставьте лайки. Подписывайтесь, конечно же, на нашу прекрасную гостью. Спасибо и до новых встреч. До свидания. Спасибо. Все снято. Так, теперь фотографируемся. Это тоже для вставки, да? Это чтобы монтажер ржал, короче. Ты сам монтажер. У меня... Он будет сидеть, блин, ну зачем это делать?